Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня мы с вами познакомимся поближе с месяцем. Месяцем, которого пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям назвал «мой месяц». В хадисе описывается о том, что пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в этот месяц очень много постился. Аиша радиаллаху анха говорит даже, что после месяца Рамазан наибольшее количество поста пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям держал в этот месяц, месяц Шаабан. И когда у него спросили, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям ответил: «Хада шахрун югфалун насу анху байна раджаб ва рамадан. Ва хуа шахрун турфау фи а'мал иля Аллах. Ва хаббу ан юрфа амали ва ана саим». Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям говорит, что этот месяц, благословенный месяц, месяц пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, он находится между двумя великими месяцами. Первый месяц, месяц, которого выделил сам Всевышний Аллах Та'аля в Коране, месяц Раджаб. И второй месяц, месяц Рамазан. Это самый известный священный месяц, месяц милости Всевышнего Аллаха Та'аля. Это лучший из месяцев. И между двумя этими великими месяцами этот месяц потерялся. Югафалю, люди забывают о нем, забывают о значимости этого месяца. И пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям говорит, в этот месяц поднимаются книги деяний, то есть отправляются книги деяний человека. И пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям говорит, что я люблю и хочу, чтобы мои деяния поднимались, и я находился в посте. В приближенном состоянии, в духовном состоянии перед Всевышним Аллахом Та'аля. Этот месяц, он очень благодатный. Посередине этого месяца есть ночь, ночь очищения, ночь бараат, священная ночь. В хадисах описывается, что у ангелов есть два праздника, подобно тому, как у нас, у людей, есть праздник разговления, праздник Рамазан Байрама, есть праздник жертвоприношения, праздник Курбан Байрама. У ангелов тоже есть два праздника, и один из них — это ночь Бараат. Ночь Бараат — ночь, когда ангелы радуются, празднуют. И второй праздник — это Ляйлятуль Кадр, ночь могущества, ночь предопределений, как некоторые говорят. В эту ночь очень благостно считается молиться. И пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям всю эту ночь проводил в поклонении. А также в этот месяц, месяц Шаабан, Аллах Та'аля даровал пророку Мухаммаду алейхиссалату вассалям и тем самым обрадовал каждого из нас. Большой подарок Аллах Та'аля дал. 13-ю ночь Шаабана пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям обратился ко Всевышнему Аллаху Та'аля с молитвой и попросил, чтобы Аллах Та'аля даровал ему возможность заступиться за свою умму. И Аллах Та'аля даровал ему заступиться за 1/3 его уммы. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям 14 числа также продолжил свою молитву и обращение ко Всевышнему Аллаху Та'аля. И Аллах Та'аля позволил пророку Мухаммаду алейхиссалату вассалям заступиться в судный день, в день самый справедливый из справедливейших судов. Разрешил Аллах Та'аля заступиться за половину уммы пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. И в ночь Бараат, 15-й день Шаабана, в эту ночь пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям также обратился с молитвой ко Всевышнему Аллаху Та'аля, с просьбой заступиться за всю умму. И Аллах Та'аля принял эту молитву. И Аллах Та'аля позволил за каждого верующего, искреннего раба заступиться пророку Мухаммаду алейхиссалату вассалям. Ведь в судный день заступничество пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям будет очень ценным. В этот месяц, месяц Шаабан, очень много благ. И нужно эти блага использовать. Порой мы имеем эти блага, но мы проводим их из-за своей беспечности. У меня товарищ жил и живет рядом с рынком.
рынок, где проходят постоянно ярмарки. На эту ярмарку приезжают люди с деревень, с районов и продают продовольствие, то, которое они сами произвели. Там обычно бывают цены ниже. Он на протяжении нескольких лет наблюдал за людьми, не мог понять, почему все люди приходят туда. Но он ни разу сам там не был. И вот по прошествии нескольких лет он сам посетил эту ярмарку. И оказалось, что там в 2, а порой и в 3 раза дешевле, и продукты совсем другого хорошего качества. Теперь он сожалеет, что на протяжении нескольких лет он жил рядом и не пользовался этим благом. Это я привел как пример. То же самое порой и мы. Видим благословенные дни, благословенные месяцы, слышим о них, смотрим по видео в Ютубе, но не доходит дело до деяний и использования благости этих дней, месяцев. Пусть Аллах Та'аля удостоит каждого из нас не сожалеть потом, что мы не использовали. Пусть Аллах Та'аля удостоит каждого из нас использовать эту возможность и радоваться, получать радость и неимоверное счастье в обоих мирах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.